Все, вы готовы? Давай. Давай. Здорово, Россия, как говорится. Здравствуй, Россия. Я вот иду в бой, чтобы добывать свободу. Для вас свободу. И когда мы добудем эту свободу, освободим страну от этого кровавого демона Путина, я вот прошу вас, выберите таких чиновников в России, чтобы они дали свободу регионам, республикам, краям, областям. Не бойтесь самоуправления, не бойтесь свободы. Никуда мы не разбежимся. Мы навеки скреплены с русским народом кровью наших предков. Просто мы хотим быть свободными, сами хозяйствовать на своей земле. И все это будет правильно. Свобода это от Бога. А вот лидерам регионов я обращаюсь. Дайте свободу своим городам, поселкам, маленьким деревням, маленьким поселениям. Пусть они тоже своим хозяйством сами распределяются. Это будет народное самоуправление. Не бойтесь этого. Но там, где живет народ, он сам лучше знает своим природой, как распоряжаться, своими угодьями, как распоряжаться, своей жизнью, как распоряжаться. Пусть это будет маленькое, но народовластие. Дайте народу власть. И не будет, как мы сейчас живем никогда. Берегите свободу, как говорится. И прошу еще, реформируйте вот эту грабительскую банковскую систему, которая создана при кровавом диктаторе. Сейчас мы все в долгах, и наши дети в долгах, и внуки, наверное, будут в долгах, если мы этого не сделаем. Под корень это срубите и создайте новую банковскую систему. Как в мире все нормально живут, там 1% бизнесу кредит, там даже ниже 1%, а простым людям, у которого нет оборота денег, нету бизнеса, и вообще без процентов давайте долг. Взял долг, вернул долг. И чтоб весь мир завидовал. Вон, говорите, смотрите, как в России живется вольно, свободно народу. И еще вот прошу вас, образование вот это, бизнес, даже маленький бизнес, когда придете к власти, вообще не давите. У кого свой маленький ларек, магазин, там пирожки продает, хлеб продает, не надо трогать. Он для себя работает, этот маленький бизнесмен, для своей земли, для своей семьи. Их не надо давить налогами, вообще не надо. Из них же потом вырастает будущее России, изобретатели, богатые люди, таланты из них рождаются. Не надо этот губить народный талант. А крупный бизнес пусть платит налоги, но нормальные, чтобы он тоже процветал, чтобы он богател тоже, для работы не воровал, а именно богател, честно богател. И пусть будут у нас миллионеры, миллиардеры, всем свобода, как говорится. Если умеешь работать, богатей сколько хочешь, не надо ограничивать. А насчет сельского хозяйства, мелкие сельские хозяйства вообще трогать не надо. 3 коровы имеет человек, 2 поросенка, 2 гуся, какие налоги, он для своей семьи живет. Надоил, молоко продал на хоть день, не надо налогов делать. Ремесленник, мужик что-то сделал, сами своими руками изобрел, пошел продавать налог. Никаких налогов. Это люди для себя живут. Ну а большие фермерские хозяйства, да, пусть платят налоги, но так, чтобы их тоже не душили. Пусть процветает наше сельское хозяйство. И тогда деревеньки наши полупустые, пустые, оживят. Махом оживит Россия, расцветет Россия. Леса разживут, все живут, поля оживут. Вот об этом думайте будущие лидеры. Насчет образования скажу. Образование вот это сейчас нынешнее, ЕГЭ, губит наших детей, детство их лишает. Что это такое ЕГЭ? Оно делит наших детей на глупых, умных, хороших, плохих, красивых. Нельзя так детей делать. Пусть будет как раньше, среднее образование для всех детей, для всех, какого бы там уровня развития не было. Это нельзя так детей делать. И когда они среднее образование получат бесплатное, это их право. Там кто высшее пойдет, кто рабочим, кто музыкантом, кто бездельником. Это право их выбора. Свободу молодежи, как говорится. И еще насчет тюрем хочу сказать. Реформируйте тюремную систему нашу, вот российскую. Потому что я как лично шаман, верующий человек, вообще против тюрем. Тюрьма это месть. По Божьему закону месть грех. Вообще не должно быть тюрем на свете. Но пока не созрели люди для этого. Шаман созрел, а пока и весь мир, не только Россия. Ну хотя бы сделайте тогда тюрьмы наши самыми гуманными в мире. Самыми гуманными. Что это значит? Это нет смертной казни, нет пожизненных заключений, нет больших сроков, которые губят человека 10-15 лет. Вообще губят человека. Пусть и там почувствуют глоток свободы, что они тоже люди, что свобода, что о них не забыли, что мы живем в свободной стране. И тогда все изменится. И сознание... Рот закройся. И сознание заключенных все изменится. Все будем мы людьми, братьями. Все мы ошибаемся, все мы оступаемся. Не надо их так жестоко с ними обращаться. И еще обращаюсь, вот. Так что, когда мы добудем эту свободу с боями, с оружием в руках, берегите ее, интеллигенции вот обращают. Вы умные у нас, образованные. Сделайте такие законы, чтобы мы больше свободу никогда не теряли. Вот обращение к народу. Все.